Дорогу до Мурсалимкина в Салаватском районе республики приводят в порядок. Уже отремонтировано 3 километра проезжей части. Напомним, ситуация с подъездом к селу пару недель назад была просто критичной. Большегрузы, вывозящие щебень из местного карьера, превратили дорогу в полосу препятствий. Разобраться с недропользователем и исправить ситуацию тогда поручил глава республики. Наша съемочная группа побывала на этой неделе в Салаватском районе. Репортаж Руслана Батаргареева. По ходу трос отскочил. Тут он конкретно сел. Тут, ему ничем не поможешь. Эти кадры были сняты на подъезде к селу Мурсалимкино со стороны Малояза еще в конце апреля. Огромный самосвал, груженный щебнем, погряз по самые мосты. От дороги Малояз, Верхний Киги до Мурсалимкино примерно 22 километра. Сразу после перекрестка даже висит вот знак «Проезд запрещен для большегрузов». Давайте дальше проедем и посмотрим, насколько это ограничение соблюдается. Тогда мы убедились, что знак, который называют еще кирпич, для большегрузов никакой помехи не представляет. Не останавливало многотонники, введенные в Башкортостане с 1 по 30 апреля временные ограничения движения для большегрузов. В итоге дорогу до Мурсалимкина разбили настолько, что в ямах тонули даже сами перевозчики щебня. Вообще невозможно, мы вот так боком ездили. Те дни с ужасом вспоминает и водитель школьного автобуса Алексей Смольянов. По этой дороге он развозит детей от средней школы села Мурсалимкино до соседних деревень домой, а также в обратном направлении уже на учебу. До этого ездили, до Русского Тикеева и до Кукшика. Кукшики более-менее стали дороги получше. Сейчас вот заметно, хорошо, хоть более-менее стали. Это единственная дорога, соединяющая село с райцентром. Путь длиной 40 километров занимает более часа. Из-за этого замедляется и логистика, и ритм жизни сельчан. Райцентр там находится. В райцентр ездить надо, бывает, неделю раз, неделю два раза. Тут не одна деревня Мурсалимкино, есть Карагулово, Сюрюкаево, Тельменево, Первомайск. Тут не одна, 5 деревень по этой дороге ездит. Какие-то спецтехники стоят, вроде стараются. Лучше стало, не такие, как скалы, камни. Помягче стало. Наболевший вопрос, наконец, сдвинулся с мертвой точки. На дорогу вышли рабочие и спецтехника. За несколько дней в порядок привели 3 километра проезжей части. Больше здесь 20 километров, считай, эту дорогу. До самой Урманщины делать надо. Осенью также подсыпали, делали. Осенью начинали эту дорогу еще вот так равнять. Сейчас уже май месяц. Тема разрушенной дороги до Мурсалимкина была одной из ключевых на недавнем трансчасе. Ради Хабиров попросил разобраться в сложившейся ситуации. По предварительным данным, деятельность недропользователя нанесла ущерб местным дорогам на сумму более 1 миллиарда рублей. Проработайте тогда этот вопрос, потому что выходите на них с тем, чтобы они восстанавливали, возмещали ущерб. Тогда договариваемся, Тимур Афисович, Владимир Александрович, договариваемся, что в понедельник, 13-го, начнет работать весовой контроль в круглосуточном режиме. Я думаю, что когда начнет, полагаю, что к тому времени они выйдут на переговоры. По договоренности с Минтрансом республики компания «Шахтинский карьер», которая ведет добычу щебня в Мурсалимкино, выделила Башкиравтодору 1000 тонн инертного материала для приведения в порядок самых сложных участков проезжей части. В дальнейшем планируется, что недропользователь заключит соглашение по ежегодному выделению средств на восстановление разбитых дорог. Данный вопрос на особом контроле у главы республики. На последнем оперативном совещании было дано указания по восстановлению дорожного покрытия, и также на прошедшем транспортном часе, опять же, эта проблема была озвучена, и повторно были даны указания по восстановлению данной дороги. Из 13 пунктов весового контроля в республике работают только 2. Еще 7 пока действуют в тестовом режиме. Это данные из доклада контрольного управления главы, которые озвучили на оперативном совещании правительства региона. Получается, дорожный фонд региона не пополняется, а большегрузы продолжают безнаказанно разбивать дороги. К 19 мая Ради Хабиров поставил задачу ввести в работу все посты контроля. Руслан Батаргареев, Полина Затолокина, Шамиль Каримов и Артур Хуснуддинов. Итоги недели.